Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Несколько дней назад в подъезде многоквартирного дома в поселке Агудзера был обнаружен брошенный новорожденный ребенок. Такие случаи редко, но происходят у нас в стране. Как защитить права детей, какие институты существуют в республике для этого и как они справляются с этой задачей, мы поговорим сегодня с юристом Олегом Папаскири. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, прежде чем мы начнем говорить об этой проблеме, посмотрим сюжет о брошенном ребенке, который уже был в эфире нашего телевидения. Давайте. Этой малышке всего 3 дня от роду. Сейчас она находится в республиканском роддоме, и ее жизни ничего не угрожает. Несколько дней назад завернутая в полотенце новорожденная девочка была найдена в подъезде одного из многоквартирных домов в поселке Агудзера. Женщина, которая нашла и доставила новорожденную в лечебное учреждение, и сегодня не может скрыть дрожи в голосе. Прибежала, здесь комочек лежит, полотенце завернутое и в клеенке. Я взяла ребенка, сейчас не пищит ребенок, ничего, я беру, повезла к соседу. Соседи все подняла, говорю, что делать, и побежали в милицию. Первую помощь малышке оказали в Агудзерском госпитале. И после того, как стало понятно, что ее жизнь вне опасности, девочку перевезли в республиканский роддом. Здесь ребенка принимали дежурные врачи. На данный момент девочке проводят полное обследование. Даже пуповина была не перевязана. Это просто счастье, что ребеночек не погиб от кровотечения. Он мог даже в такую теплую погоду все равно мог и переохладиться тоже. Прокуратура Гулрыбшского района возбудила по факту уголовное дело. По предварительным данным, мать брошенного ребенка уже найдена. Ее оказалась жительница этого же дома. Обстоятельства и причины того, почему мать оставила своего ребенка, выясняются. К сожалению, это не единичный случай, когда только родившегося ребенка оставляют на произвол судьбы. К счастью, жизнь этой девочки сейчас вне опасности. Есть надежда, что в скором будущем она попадет в семью, которая позаботится о ее будущем. В общем-то, у нас принято считать, что абхазы детей не бросают, так как у нас развиты родственные отношения, но тем не менее вот такие случаи время от времени происходят. Вот в этой конкретной ситуации кто понесет ответственность? Безусловно, в данной ситуации самая главная и основная ответственность на матери. Безусловно, конечно, это ее долг, заботы о ребенке. И такой случай, он в законе предусмотрен, поэтому есть прямая ответственность матери за такие деяния. Уже подробная квалификация этого преступления останется на усмотрение органов прокуратуры, суда, следствия. Но так или иначе должна быть применена ответственность, уголовная ответственность. Но это речь идет о лишении свободы, и в том вот числе, какой да. срок, например, ей грозит в случае, если вот ее личность будет установлена, ее вина будет доказана? В законе есть 2 статьи, которые в той или иной степени применяются к данным случаям. Одна статья – это убийство матери новорожденного ребенка. Слава богу, здесь убийство не имело места быть, но тем не менее те действия, которые мать совершила, они могли привести к такому исходу. Другая статья – это оставление в опасности. То есть, когда человек заведомо понимает возможные последствия для беспомощного ребенка в данном случае, но идет на эти действия и их совершает. И в том или ином случае есть срок лишения свободы, в самом худшем исходе, если это будет принято как убийство, покушение или убийство матери ребенка, законом предусмотрен срок до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено, и пытаются установить личность матери, но по неподтвержденным данным еще у этой женщины, подозреваемой, есть еще дети, и речь идет о 8 детях даже. Можно ли такую женщину привлекать к уголовной ответственности, тогда в опасности окажутся и другие дети? Вообще, как в такой ситуации, например, быть правоохранительным органом? Наличие детей, конечно, будет учтено однозначно. Они не могут быть просто брошены на произвол судьбы, но они и не могут быть основанием, по которым мать избежит ответственности за такие деяния, потому что это очень опасное преступление, и иначе оно может вновь повториться. Однако законом, опять же, предусмотрена возможность отсрочки применения наказания к такой матери до достижения детьми возраста 14 лет.
Это всех детей 8, а потом срока давности нет у этого преступления? После этого уже суд сам решит, он может его сократить, может вообще освободить, но в данном случае принимается решение, исходя из реальных обстоятельств дела. То есть, что будет лучше для детей, для семьи, потому что, возможно, было бы целесообразнее оставлять пока мать, то есть ее признать виновной, дать ей срок, определить конкретно, но сделать отсрочку, потому что это будет идти на пользу тем же детям. Ну, возможно, мы не знаем до конца всех нюансов дела, это уже будет решать суд. Но возможность отсрочки, она по закону предусмотрена. Вполне возможно, что эта женщина через несколько лет родит еще одного ребенка и поступит точно так же тогда. Вполне возможно. Вы считаете, что наши законы достаточно жесткие вот в этом отношении? Понимаете, законы, они абстрактные, то есть они описывают ситуацию, а уже ее применение, оно всегда индивидуально. У нее это мог быть ее первый ребенок, тогда быть как? То есть это мог быть второй ребенок, тогда быть как? То есть здесь уже суду даны инструменты для принятия решения, которое должно в итоге быть справедливым, но идти по принципу не навредить, то есть не сделать хуже. Да, возможно, у нее будут такие инциденты в будущем, но если эта мать попадет в тюрьму, и там будет, то кем будут ее дети, кто их будет воспитывать? То есть тут вопрос последствий этого решения. Вот. А о том, что будет дальше, конечно, вопрос в том, что не только в последствиях этого решения, а в причинах, которые привели к такой ситуации, почему она сложилась. Вот здесь гораздо больше проблем и вопросов. Да, вот как раз об этом я и хотела спросить. У нас нет приютов для детей, и в конце концов вот брошенных детей сразу же усыновляют, но такие случаи не должны происходить. И как вы вот думаете, что вы думаете, как вот предотвратить такие ситуации? В вашей практике вообще вы сталкивались вот с такими историями? Прямо с такими мы не сталкивались. Единственная ближайшая похожая ситуация была, правда, это не совсем мой профиль работы, но просто люди обратились, поэтому не смогли пройти мимо. Это была ситуация, когда пришла бабушка с внучкой, забрала ребенка от родителей, потому что они с ней жестоко обращались. То есть мать и отец, они были безработными, пили, то есть и там было насилие в семье. Это абхазская семья? Я не помню, кажется, нет. Это не имеет, я думаю, особого значения в данном случае, потому что все дети, как говорится, все дети наши дети. Вот. Но в моей практике не было. Однако, не значит, что этого нет вообще. Я думаю, что эта проблема гораздо глубже, чем мы не знаем даже сегодня. К сожалению, у нас нет системы, которая бы в полной мере это отслеживала бы, мониторила, выявляла и, самое главное, решала эти проблемы. Вот многие дети, хоть и не брошены родителями, но живут в жутких условиях, и порой фотографии, которые выкладывают представители благотворительных фондов, они ужасают. Давайте сейчас посмотрим комментарий исполнительного директора фонда «Киарас» Камы Гопия, которая как раз занимается многодетными малоимущими семьями. Давайте. Мы завершили мониторинг Очимчирского района. По данному району у нас более 200 семей зарегистрировано. Но, честно говоря, мы даже не думали, что в Абхазии столько многодетных семей. И нельзя однозначно определить уровень жизни. Есть неблагополучные семьи в финансовом смысле. И, конечно же, встречаются семьи, которые неблагополучны именно морально. Несмотря на то, что вот встречаются безответственные родители, всегда страдают дети. В таких семьях часто дети пропускают школу, дети не доедают, живут в сырости, в холоде, у них нет элементарных каких-то бытовых условий. Это, конечно, так не должно быть. Так, наши дети не должны жить в таких условиях и так воспитываться. И какими бы ни были родители, мы не должны отмахиваться от детей. Это просто недопустимо, на наш взгляд. Много таких семей, которые в катастрофическом состоянии? Ну, если говорить о нашей статистике, вот в катастрофическом положении 30%. В общем, по данным фонда «Киарас», около 50 семей только в Очимчирском районе вот живут в таких катастрофических условиях. В таких условиях они растят детей. Как вы считаете, вот для нашей республики, даже по меркам района, эта цифра серьезная или вот проблема все-таки преувеличена? Я думаю, эта цифра серьезная, а проблема недооценена, потому что по факту это гораздо больше этих семей, и проблема гораздо обширнее.
Просто фонд молодой, и он только начал вести эту работу. Это такой первые цифры за первый период деятельности. Я думаю, что со временем эти цифры, к сожалению, будут расти. По мере работы фонда, который делает колоссальную, очень важную работу, я им очень благодарен, все благодарны, это большие молодцы ребята. Вот, поэтому проблема, безусловно, есть, и вот этот фонд, который стал итогом просто инициативы людей, общественно активных людей, этот фонд является реакцией на отсутствие должной заботы в этой области у государства. Потому что фактически эти люди на себя взяли функцию, миссию тех или иных систем или органов власти и государства. Так получилось по факту. Вот. И пока они с ней справляются, как мы видим. То есть они делают очень большую работу, они выявляют проблемные ситуации. Очень важно, они очень оперативно реагируют. То есть были репортажи у них и информация о том, когда у людей сгорел дом. Просто сгорел дом, они огромной семьей, с больными детьми, со стариками, все живут просто в летней кухне, на улице, не имея ничего. Это жуткая ситуация. И благодаря работе этого фонда они смогли привлечь внимание к этим проблемам, и органы власти вместе реагировали. Я видел репортаж, где построили небольшой дом этим людям. То есть смогли найти ресурсы, и это здорово. Ну, благотворительные фонды, они появляются и могут со временем тоже прекратить свою работу, и, в принципе, они не обязаны этой работой заниматься. Верно. А вообще, какие государственные институты должны вот заниматься этой работой, и, на ваш взгляд, они, если они есть, как они справляются с этой задачей? Увы, их в должной мере нет. Это функция органов опеки и попечительства. К сожалению, до сих пор они не созданы в должной мере, не представлены, и поэтому, разумеется, есть проблема, потому что нет специализированного органа управления, органа власти, который бы курировал бы эти вопросы. При этом правовая база присутствует. Написан Семейный кодекс, который определил те или иные функции и обязанности. То есть правовая среда, она эти органы предусматривает. Но по факту, к сожалению, работа на местах не ведется. Почему? Вопрос, конечно, не к нам, не ко мне, но вот такие проблемные случаи, это в том числе следствие отсутствия этой системы. А вот при администрациях же существуют какие-то отделы, которые вот занимаются? Министерство труда, занятости, соцобеспечения, они не должны заниматься вот этой работой? По сути, на ГУРАНО возложили данные функции, на ГУРАНО. Но ГУРАНО – это отдел образования. То есть это чуть-чуть другая область связанная. И я думаю, что им тяжело с этими функциями справляться. И поскольку данный вопрос является далеко не второстепенным, отношение к нему должно быть соответствующим. И просто побочные функции в этой области возлагать на другой орган, мне кажется, это не очень правильно. Было бы справедливо и должным образом оправдано, если бы для этой задачи были созданы специальные учреждения, как это сделано во всем мире. Да, у нас есть комитет по делам молодежи и спорта, есть омбудсмен, создана должность уполномоченным по правам ребенка. Кажется, это было сделано в декабре месяце прошлого года. Была сделана должность, она была, точнее, создана, но, по-моему, по сей день никого на нее не назначили, если мне память не изменяет. Вот. Поэтому важно не только делать даже должности и органы власти или управления в этой области, но важно их наполнять смыслом, чтобы они работали. Сейчас я хотела бы вам предложить посмотреть сюжет о многодетной семье, а потом вот мы продолжили бы нашу беседу. Давайте. Вот так радушно встречают гостей в семье Гуралия. Хозяева дома Анжела Каджая и ее супруг воспитывают 5 детей. Старшей девочке 11 лет, а самой маленькой всего 5 месяцев. Несколько лет назад эта семья переехала из Кварчала в столицу в надежде на новую жизнь. Миранда здесь учится в интернате. И остальные сейчас, и Милана пойдет в школу 1 класс. Вот 6 закончила, 7 лет пошла. И в поликлинику здесь я хожу. Собственного дома у них нет. Временно жилье предоставил дальний родственник. Дом недостроенный, но семья по возможности обустроила несколько комнат. 5 детей вместе с родителями спят вот в этой темной и сырой комнате. Но мать не жалуется. Здесь у нас как бы дети все спят. Здесь детская кровать. Потолки ужасные, можете снять. Это не наше жилье. Одна комната, вот эта большая и вот детская. Все, вот эти 4 только пользуемся. Остальной части дома мы не пользуем, потому что там вообще ничего нету как бы.
У семьи Гуралия есть отцовский дом в Ткварчале, но он полуразрушен и нет возможности сделать там ремонт. Кроме того, один из детей, маленький Мирон, из-за родовой травмы нуждается в особом уходе. В этом году он пошел в вспомогательную школу в Сухуме. У мужа Анжелы также есть проблемы со здоровьем, зрение -6, но несмотря на это он нашел работу в столице. И вот на зарплату 13 тысяч рублей живет вся эта многочисленная семья. Помогаю ей тарелки мыть, поливаю огород. Вот, как видите, у нас помидоры, фасоль, инза, петрушка. Руки помоем, покушаем, потом чуть-чуть уроками позанимаемся, потом маленькую смотрим. Если обычный ребенок в возрасте Миранды мечтает о куклах, велосипеде и других игрушках, то у этой маленькой девочки мечты уже давно совсем не детские. Чтобы ни в чем не нуждались, я хочу. А что вы в чем нуждаетесь, например? Что... Жилье, своего собственного холодильника нету, машинки стиральной, мы руками стираем. Старшие дети помогают матери воспитывать младших, а также выполняют посильную работу по дому. Правда, этой стабильности в семье Гуралия может прийти конец. Хозяин дома планирует начать здесь ремонт и просил семью подыскать себе другое жилье. Так в скором времени эти люди могут оказаться на улице. Вот на примере одной семьи несколько одновременно проблем. Тут и проблемы с отсутствием жилья, ребенок с инвалидностью в семье, низкая заработная плата. Главная их проблема – это все-таки жилье. Но государство, по сути, им не обязано выделить жилье, потому что у них нет сухумской прописки. Но в семье есть ребенок с инвалидностью, который не может ходить в обычную школу, и они вынуждены были переехать в столицу. Кроме того, муж инвалид с детства и зрение -6, и вряд ли он бы смог найти в Ткварчальском районе работу. Здесь он нашел работу, ребенок пошел в вспомогательную школу, и вот семья все-таки вынуждена была переехать сюда. Могут ли они рассчитывать на помощь государства, как вы думаете? Я думаю, что вопрос прописки и все прочее, он не должен быть в таком случае критерием для вопроса жилья и всего остального, потому что здесь случай просто очень тяжелый. Как мы видим, проблем со всех сторон есть проблемы в семье, и сугубо формальный подход, отсутствие прописки, он не может быть оправдан отказом в жилье. Однозначно, в данном случае, я считаю, должна быть найдена возможность для того, чтобы дать жилье этим людям. Вот. И я думаю, что и место может быть найдено как в Сухуме, так и в других районах Абхазии. Просто дело в том, что такой семье, может быть, будет проще жить в столице, потому что здесь больше возможностей для заработка, для деятельности. Вот, потому что такая семья требует больших ресурсов и больших усилий. Вот, к тому же, если у ребенка есть проблемы, и, по-моему, такая школа есть только в Сухуме, школа вспомогательная. Ну, только в столице. Да, соответственно, у людей волей судеб сложились такие условия, когда они не могут жить в другом месте. И мне кажется, это долг страны, долг государства помочь таким людям. И я думаю, что вопрос жилья в таком случае, он не столь велик в плане денежном, я имею в виду, для нашей республики. И тут хочется на другую сторону обратить вопрос. Мы часто говорим, мы, я имею в виду, и наши власти говорят о важности проблемы демографии в стране. И сказано о поддержке, о тех или иных мерах, которые в этой области проводятся. Но вот эта семья, собственно говоря, взяла на себя миссию, и она сделала семью, где много детей. По сути дела, эта семья сделала шаг в пользу демографии. И сейчас ответный шаг за государством. То есть, если государство говорит, что мы приветствуем демографию, мы приветствуем семьи, где много детей, вот, пожалуйста, семья, где много детей. Это граждане Абхазии, это будущее этой страны. Поэтому здесь, я думаю, что как раз-таки и проявится подход в искренности к этому вопросу, к этой проблеме. Ну вот эта семья, у них вот как волю судьбы вот так сложилось, что и муж инвалид, и ребенок инвалид, и маленького ребенка оставить, мать пойти на работу не может, и вот такое вот материальное положение у них сложное. Но есть семьи многодетные, которые живут, допустим, в деревне, у них много земли, 5-7, там, не знаю, сколько-то детей, и вот ждут помощи от государства. Как вы считаете, вот в таком случае они могут вот требовать от государства помощи, когда у них есть все условия для работы, для того, чтобы жить, зарабатывать и воспитывать детей? Что мы имеем в виду под всеми условиями? Наличие просто земли – это, конечно, важное условие, но земля сама по себе не даст урожай. То есть они надо ухаживать.
труд, хорошо, но они же не будут брать мотыгу и просто покопать землю. То есть сегодняшний день жизнь в селе, она другая, чем городская, но она тоже требует денег. То есть это неизбежно. Потому что надо арендовать технику, лекарства, саженцы, там, ну, прочее. Здесь, вот, кстати, опять же, к этой ситуации у фонда Киарас была акция, когда они давали саженцы семьям. Это отличный шаг, это просто прекрасная идея, которая показывает возможность решить много проблем. Не только вопрос демографии и поддержки семьи, но также помочь остаться семье в селе, в сельской местности, где другие условия жизни и, наверное, более сложные, чем в городской среде. Тем более, учитывая поток людей, которые постоянно из села уезжают. И здесь просто должна быть в целом программа поддержки людей, которые готовы жить в селе. Не говоря уже о тех семьях, которые испытывают проблемы и которым сложнее, чем другим, там оставаться. И я думаю, что даже если у семьи есть дом, есть хозяйство, есть много детей, тем не менее, они тоже, как и все остальные, требуют поддержки и стимуляции их работы. Все-таки вы считаете, что это обязанность государства исключительно? Не исключительно государство, в том числе и вот фонды и остальные все. Но это не то, чтобы чья-то отдельная обязанность. Просто люди желают жить. Они граждане страны и вправе рассчитывать на ту или иную поддержку от государства. Я думаю, это их законное право. В общем-то, в Абхазии отсутствует понятие лишения родительских прав. Согласны ли вы с тем, что бывают случаи, когда такая необходимость существует? Вот, например, когда родители не следят за здоровьем детей, когда по халатности родителей погибает ребенок, и такой случай даже был этой зимой в одной из абхазских деревень. Вот как вы считаете, такое понятие должно быть в нашем законодательстве? Знаете, понятие такое, оно даже, наверное, есть у нас, и опять же, отсутствие этой ситуации, или имею в виду лишение прав родительских, связано с отсутствием органов опеки и попечительства. Но ситуация в другом. Все-таки мы начали нашу беседу с того, что в нашем обществе есть определенные нам свойственные традиции, обычаи и правила поведения. И здесь, конечно, мне кажется, будет сложно лишить прав родительских человека, который воспитан в другой системе традиций, ценностей. Вот. И это проблема иного характера. Я думаю, надо понимать, почему возникают такие ситуации, почему возникают семьи, где есть насилие, где есть отсутствие заботы за детьми. Вот. Это более глубокие проблемы. Они имеют социальный характер, общественный и психологический характер. Вот. И я думаю, что это должна быть масштабная, большая работа в этой области. Ну вот был случай, когда ребенок погиб из-за халатности родителей, не досмотрели, то ли от переохлаждения, то ли по состоянию здоровья ребенок умер. Вот в этой ситуации, вот, может быть, стоило бы лишить этих родителей родительских прав, и, может быть, удалось бы спасти ребенка, например. Просто хочется говорить не о случае конкретно, потому что они случились, они в прошлом, а о том, почему они вообще случаются. Опять же, потому что органы опеки, которые должны были быть, они должны отслеживать ситуацию. Семьи, где могут быть такие опасные ситуации, где наблюдаются, ведь наверняка это же не случилось стихийно, раз и случилось. Наверняка это был системный характер поведения родителей к ребенку. Наверняка были другие ситуации, которые могли намекнуть о том, что это может случиться. Наверняка же так было. То есть отслеживать семьи, где видно, что нет заботы за детьми, за их самочувствием, здоровьем, образованием и всем остальным. В общем, проблема в отсутствии институтов. Совершенно верно. Система, которая бы отслеживала эти вещи. Сейчас она пущена на самотек. Поэтому есть все. Есть это, есть то, о чем сейчас смотрели и просто ужасались. А давайте сейчас посмотрим еще 2 комментария о детях, которые работают во время летних каникулов, а потом обсудим детский труд. Давайте. Сколько вам лет? 13. 13. Давно вы работаете? Вот только начал 4 дня назад. Да? А в какой школе вы учитесь? В 3-й школе имени Юрия Николаевича Воронова. В день в среднем сколько зарабатывает ребенок? Ну, 500 рублей, может и 200, может и 1000, смотря как. А тяжелая работа у тебя? Нет, просто надо, главное, иметь терпение. Да? Не устаешь? Сколько часов в день работаешь? С полдесятого до 5, до 6. До 5, да. Мама не против, что ты работаешь? Мама нет, наоборот. Да? А на что заработанные деньги ты тратишь? Я либо собираю, там тоже
100 рублей, допустим, трачу, чтобы всякие вкусности купить. А так я откладываю сейчас на школу, чтобы помочь маме тоже. Неделю 3. 3000 в неделю? А куда вот дети, которые работают, деньги куда обычно тратят? Родителям помогаешь или на себя? Родителям тоже, на себя тоже. Тяжелая работа? Нет. Тебе нравится, да? А вот кроме того, что ты моешь машину, еще что ты умеешь делать? Заправляете вы? Да. Сколько дней в неделю работаешь? Каждый день. Каждый день. Без выходных? Да. Не устаешь? В настоящее время в разгаре курортный сезон, и в сфере торговли, в курортной отрасли трудятся не только взрослые, но и дети. Вообще, как должен использоваться детский труд и вообще какие законы регулируют эту деятельность? Ну, стоит начать с того, что главный закон в этой области, это Кодекс законов о труде, ему более 40 лет. То есть он морально устарел, это документ советского времени. Соответственно, указанные в нем нормы, статьи, положения, они описывают отношения, которые были раньше, в советское время. Сейчас другая система, и особенно другая система в области работы, труда, бизнеса и так далее. Поэтому, конечно, они морально устарели, требуют изменения. Ну, по факту они действуют по сей день, и мы ими пользуемся. По общему правилу, труд ребенка можно привлекать с возраста 16 лет. Вот. Более ранний, с 15 лет, ну там по особым случаям. Ну вот 13 да. лет мальчику, это нарушение законодательства? Разумеется, да. Но я думаю, что у этого мальчика нет трудового договора, и он не писал приказ, заявление о приеме на работу. То есть мы же понимаем, что, скорее всего, это такой сезонный труд, который находится по факту вне правового поля, вне законов и вне всех этих гарантий. Да, слава богу, что эта работа особого вреда не несет, но по факту... Ну вот мы два разных комментария да. как раз записали. Один мальчик, у него вот сидячая работа, хоть и полный рабочий день, но работа, как мы видим, несложная, продает экскурсионные билеты. Другой мальчик трудится на заправке, на заправочной станции, он работает мойщиком и заправщиком. Мы понимаем, что дышит вредными парами. Вот два разного рода деятельности. У нас в законе и в подзаконных актах есть списки профессий и работ, на которые дети не допускаются. Конечно, там нет мойщика машин, но есть указания на работу, связанную с бензином, с ГСМ, с такими опасными химическими веществами и нефтепродуктами. Вот. Но по факту никто не контролирует эти вопросы, не проверяет, не смотрит. Когда дети работают на заправках, это грубое нарушение же закона? Вот это, конечно, грубое нарушение закона. Кто несет ответственность в этом случае? Разумеется. Владельцы? Ну, разумеется, владельцы, конечно. Есть и другая сторона этого вопроса. Сам факт того, что дети работают, это уже хорошо. Конечно, есть грань того, чтобы это не нанесло им вреда, но как альтернатива и как способ взросления и формирования личности это хороший шаг. То есть здесь важно найти просто баланс, когда бы такой труд ребенка, он не нес ему вред физически, там, психологически там, и так далее, но при этом ребенок смог взрослеть и полноценно и ценить жизнь, ценить отношения, ценить достаток, условия жизни и деньги. В конце концов, все не упирается. Вот и завершая нашу беседу, хотелось бы спросить. В республике временно нет назначенного по правам человека и по правам ребенка. Если посмотреть вот в контексте тех проблем, о которых мы сегодня говорили, существует вот необходимость в такой должности? Говорить о них преждевременно без самой системы надзора и контроля в этой области. И даже сама система не является решением проблемы. Вот. Мне кажется, что вопрос детей, вопрос демографии, как глобальный аспект, должен стать приоритетным в республике. И его приоритетность должна быть выражена в наличии, ну, может, даже такая уже изъезженная, но тем не менее важный подход – это наличие программы. Программа, которая в себя включает создание органов опеки и попечительства в этой области, лиц, уполномоченных за надзором за правами детей и вообще человека в этих вопросах, а также программа, которая бы отслеживала вот такие ситуации и предусматривала оперативные механизмы реагирования, наличие фонда средств, которые бы направлялись на решение этих проблем. Я думаю, что здесь можно найти ресурсы как внутренние, так и внешние.
Я имею в виду не помощь другого государства, либо что-либо еще, а я имею в виду сделать такую систему, когда тот же самый инвестор, приехавший в страну, может там, давать некие отчисления в тот или иной фонд, либо просто он должен видеть, что есть целевые программы, есть система, которой доверяют, которая работает, и тогда, я уверяю вас, любой состоятельный инвестор и компания понимают необходимость социальной ответственности. И прекрасно, вот наши крупные компании абхазские прекрасно это понимают, и у них есть такие проекты. Поэтому просто нужно сделать систему, которая работает и которая реагирует на такие вопросы. Олег, у меня на этом все. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Всегда пожалуйста. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о защите прав детей в республике. Я прощаюсь с вами до следующей недели.